С 17 по 19 сентября в Абхазии прошел первый абхазо-адыгский литературный фестиваль «Рифмы на Рице». Автором проекта фестиваля, его инициатором была поэтесса Зарина Канукова. Проект получил поддержку Министерства культуры Абхазии и стартовал 17 сентября в Абхазском государственном университете. В этот день на кафедре абхазского языка и литературы прошел круглый стол «Абхазо-адыгское единство. Литературный аспект». Весь фестиваль был приурочен к 90-летию со дня рождения великого сына адыго-абхазского народа Заура Наоева. Добро пожаловать, дорогие наши братья и сестры. Я хочу сказать, что нам вдвойне приятно, что сегодняшний круглый стол мы проводим именно в Абхазском национальном университете в преддверии 25-летия Великой Победы абхазского народа над грузинским фашизмом. И вот открывая сегодняшний круглый стол, я хочу представить вам Зарину Канукова. Тут, я думаю, представлять тоже не надо. Это поэт, драматург, журналист, член Союза писателей и Союза журналистов России, главный редактор газеты «Горянка», руководитель Республиканской женской общественной организации «Жан». Начну немножко с конца нашей программы. 19 числа будет творческий вечер Джамала. В тот же день в 11 часов в Сухумском художественном училище Жанна проведет мастер-класс по своему ремеслу. Но, конечно, основная тема, основной повод нашего приезда – это наладить связи с литературоведами, авторами художественных текстов. Предыстория нашего приезда и идеи первого фестиваля – это последние 5 лет, хотя я сама приезжаю в Абхазию с 1992 года, но именно поводом для того, чтобы учредить фестиваль абхазо-адыгской литературы, послужила дружба с молодыми людьми, студентами, преподавателями Абхазского государственного университета. Эти молодые люди стали посещать наши мероприятия, мне очень было это приятно, которые мы проводим на кабардинском языке. Это для меня было удивительно, потому что это новое поколение. Кто-то родился чуть-чуть до войны, кто-то уже после войны. Это новое поколение, которому интересно, что пишут на нашем языке, им интересно поддерживать с нами связи. Я знал, конечно, существование адыгских народов и до поступления в аспирантуру, но получилось так, что в аспирантуре мне дали тему «Абхазский героический эпос». Вот в сравнении с эпическим творчеством народов Северного Кавказа и так далее. И поэтому мне приходилось ежегодно в течение почти 10-15 лет ездить на Северный Кавказ. Наряду с абхазским, наравне с абхазским мне приходилось заниматься изучением и эпического творчества, прежде всего адыгских народов, потом и других народов. И вот ровно 60 лет назад, это было в 1958 году, я впервые приехал в Кабарду, в Нальчик, и в командировку. Тогда был аспирантом Тбилисского института литературы, но фактически командировку мне давал Абхазский институт. И вот приехал, обратился в дирекцию, показал свое удостоверение. Директор дал указания, и смотрю, в его кабинет заходят двое. Это Аскербей Тахирович Шартанов, заведующий отделом литературы и фольклора Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института, и Заур Магомедович Наоев,
Вот тогда еще молодой научный работник этого уже делал. И да, представил меня, говорит, вот любите, жалуйте, говорит, ваш коллега приехал из Абхазии, помогите, окажите помощь в подборе материала по Нардскому. И тогда, ну, вот первый раз это было ровно 60 лет назад. И здесь присутствующих, по-моему, тогда еще никого не было. Да, 60 лет назад. И с этого времени, ну, Заур тоже, конечно, знал, что есть абхазский народ, есть абхазская литература, но таких близких друзей он не имел тогда. И вот он мне говорил, что это первый абхаз, с которым мне так близко сблизился вообще. Одним словом, с этого времени, почти ежегодно, ну, я даже когда останавливался по приезде в гостинице, смотрю, он приезжает, берет меня за руки, возьмет, говорит, документы домой к себе. Неудобно так. Вот так вот очень мне один из самых, ну и в других республиках, и в Адыгее, и в Карачаево-Черкесии, и в Осетии, я встречался со специалистами, но Заур Магомедович был самый близкий друг в этом плане. Очень важно, что именно здесь вы начинаете свой фестиваль. И поднимаемся потом уже в горы, насколько я знаю. Любовь Николаевна все эти дни звонит, беспокоится, Соснолеева. Я думаю, что это будет прекрасно, потому что это первый такой опыт. Я не помню, помнят не наши писатели о том, что мы в горах проводили литературные фестивали. Абхазо-адыгский историко-культурный пласт, на мой взгляд, это пока еще не до конца исследованный феномен. Потому что, да, мы пишем статьи, исследуем разные аспекты наших литературных взаимосвязей, абхазо-адыгских, абхазо-кабардинских, но вот в философском плане, концептуальном плане оценку этим связям мы еще не успели дать. Я помню какие масштабы принял вечер встречи с Багратом Шинкулба еще до этих трагических событий. Встреча происходила по поводу присвоения ему звания народного писателя Кабардино-Балкарии сразу после выхода в свет на кабардинском языке последнего из ушедших, по-моему, Кармоков, да, переводчик, да, перевел, насколько я слышал, блестящий, и огромный был резонанс во всем, не только адыгском мире, но и именно с перевода на кабардинский язык. Волна эта пошла еще и на нашу зарубежную диаспору абхазо-адыгскую. Да. Там на турецком уже вышло. И, ну, потом на арабском, на английском и прочие языки. Но я помню, как проходил этот вечер в Нальчике. Я был участником этого события. Полный зал Дворца Строитель. По-моему, около 1000 человек там помещалось, даже не хватало мест. Как он сам выступил, как Алексей Гогул, какой сделал доклад, Владимир Ацнария выступил там с докладом, как сам Заур Налоев выступал, сколько было ярких, сильных, трогательных выступлений, и оно запало в душу навсегда. Это было какое-то вот, и тем более, что это проходило, это еще в советское время. Мы должны, видимо, сделать все для того, чтобы больше получила популяризации современная адыгская литература. Как и, наверное, вы будете стараться содействовать популяризации лучших произведений абхазских авторов на Северном Кавказе. Наверное, многие знают, а многие не знают о том, что на Северном Кавказе, в той же Адыгее, был такой гениальный поэт и прозаик, как Нальбек Уйок, царство ему небесное. Человек, который написал «Вино мертвых»,
гениальная вещь, «Черная гора», Ильичу Яко романы. Вообще адыгский роман, он вышел на очень высокие уровни. Сейчас даже в Европе, наверное, мало таких вещей. Или поэзия Бештокова. Мне кажется, я его лично не знаю, скромный человек. Он работает, говорят, в музее, но он написал гениальные вещи. Вот этот сборник «Ракетодром». То есть новые совершенно и по стилю, и по характеру, но при этом сохранив вот это зерно, вот это адыгский корень. Я имел возможность прочитать его вещи. Очень сильная литературоведческая школа у адыгов, мы этим гордимся. Вот Паранук часто к нам приезжает, профессор Адыгского университета. Мне очень нравится, как здорово пишет, сегодня ее нет, Мадина Хакуашева. Она написала роман «Дорога домой». Дина Арма, это ее псевдоним. Я прочитал вот от корочки до корочки, как говорится, подчеркивая карандашом все ее мысли. Это и психологический роман, это и этнографический, если хотите. Там все, там такие пласты художественного мышления, что, наверное, еще достойную оценку еще не получил, потому что в мире такой хаос творится. Раньше, если бы такой сильный роман вышел бы в советское время, он бы стал бы предметом ярких, таких сильных, нескончаемых дискуссий. Но сейчас время тяжелое. Выходят, может быть, какие-то сильные, выдающиеся произведения, но вокруг них не складывается вот эта такая атмосфера. И она подарила мне свою докторскую диссертацию «Архетипы адыгского художественного самосознания». Ну, я не знаю, даже сейчас вот Наталья Иванова, там есть сильные критики, литературоведы, и в России тоже, но она ничуть не уступает ведущим литературоведам своими уровнем своего мышления, умением давать масштабные оценки. Недавно в «Вопросах литературы» опубликовала она свою статью о месте, о нише, которую адыгская литература занимает в этом огромном океане мировой литературы. Ясно, что все мы проживали на одной территории, и величина этой территории как раз и является ярким свидетельством наших языковых ответвлений, вот богатства вот этих ответвлений. И опять же говорить о том, что мы родственны и в художественных проявлениях, это тоже излишне, потому что если мы начнем исследовать тексты, написанные адыгскими писателями, абхазскими писателями, естественно, там родство подразумевается, потому что люди, воспитанные в рамках Апсуара и Адыга-Хабза, они никак не могут не обнаруживать вот этого родства. Но с другой стороны, вот для меня важен вот этот момент нашей все-таки отделенности, которая существует по сегодняшний день. Мы как-то отделены друг от друга. И отделенность ведь это обозначилась еще на самых ранних этапах возникновения литературного творчества, художественной литературы. И для абхазов, и для адыгов, вообще для адыго-абхазской общности культура книжности, литература – это то, что является для нас относительно новым. И вот это относительно новое введение в нашей культуре, оно ведь возникло в очень тяжелый период. Можно сказать, это происходило на гребне Кавказской войны. И вот в начальные этапы просветительства, если мы будем заглядывать в наши учебники, в теоретическую литературу, мы увидим, конечно, что при том, что у нас общие алгоритмы прохождения этапов просветительства, и все, в общем-то, одинаково складывалось, но абхазские просветители рассматриваются отдельно, адыгские просветители рассматриваются отдельно. То есть вот эта развилка, она исторически изначально образовалась вне зависимости от нашей воли. Мы не будем сейчас погружаться в эти причины, это не имеет значения сейчас уже, но мы прекрасно помним о состоянии этноса в тот период. Даже, это осколки уже были этноса. О физическом и моральном состоянии, и слава Богу, что вообще выжили.
Но теперь, я думаю, вот этого осознания вполне достаточно, чтобы попытаться хотя бы что-то в этом направлении исправить и действительно возродить это единство. Единство, которое всегда было, но вот это духовное, кровное единство, мы, наверное, все-таки вот рожденные, слава Богу, более такие щадящие времена, наверное, в этом есть какой-то знак, и что-то мы сумеем в этом направлении сделать. Несколькими годами раньше и наши студенты в отделении журналистики готовили свои дипломные работы по адыгской прессе, по адыгской журналистике. Это у нас такая есть традиция. И я бы хотел, чтобы мы в будущем, используя сегодняшнюю нашу встречу, укрепили бы вот эти связи, которые существуют, еще больше. Нам есть о чем писать, нам есть о чем говорить, особенно в период войны 92-93 годы, вот этот период журналистской работы и деятельности адыгских журналистов, нас мало исследован, мало изучен. Я думаю, что в будущем с помощью вот этих молодых людей, которые сегодня присутствуют, мы эту тему будем развивать в обязательном порядке. Сегодня в глобализирующемся мире процессы глобализации, если мы не будем, я не говорю, надо противостоять, принимать эту глобализацию и использовать ее для наших взаимодействия наших культур. То есть мне думается, что если мы смогли бы начать создание общего кибернетического пространства, то многие вопросы, о которых вы сегодня говорили, они бы легко реализовывались бы. Мы никогда не должны стремиться к слиянию. Мы должны всегда говорить о двуединстве. Вот это, кстати, есть одна опасная такая черта, пользуются этими наши нерадивые ученые, когда, ну что, какая разница, это адыг или абхаз, допустим, могут сказать, мы все адыги. Или здесь могут сказать, мы все абхазы. Ни в коем случае эти две вот о котором говорил Заур Налоев, великие, две ветви, не ветви, а даже вот два ствола, одних корней дерева, мы это должны, вот эту форму все сохранить. Когда первый раз мы встретились с Зауром Налоевым впереди музея, он такой огромный шап, и это до войны, я ему начал рассказывать, как здесь уже события начинались. Он сидел и слушал. И потом говорит, говорит Гена, где, говорит, старые добрые времена, когда вот такое что-то случалось, какая смута наступала в Абхазии, кабардинцы садились, адыги садились на коней, переходили через горы, узнавали, что если нужно было, звали народы на помощь. И обратно. Абхазы сюда приходили, где эти добрые времена, но я промолчал, и все, через некоторое время и Мирзоев, вот эти ребята, и Науржанов, ребята на конях перешли через горы, это еще до войны, они перешли через горы, они, должны были через Сванов пройти, Сваны уже, кстати, первые из этих самых ярых, и они начали, куда вы идете, что... И они говорят, что там 700 тысяч черкесов за хребтом ждут нас. Вот. А нас на разведку послали, что-то здесь в Абхазии неладно. Они испугались и пропустили. Они пришли в мое село, кстати, Борис Кургуляр, там, кто были живы, отец их объявил своими сыновьями, они мои побратимы стали. А потом я поехал, Заур, говорю, вам, наверное, никто в жизни не осмелился бы сказать, что вы не правы. Вот я должен вам сказать, говорю, что вы все-таки были не правы, когда сказали, что нет тех адыгов. Говорит, они есть, говорю, они есть. Ты знаешь, когда он так, я это знаю, говорит, я перед тобой извиняюсь. Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой писал: «Мир рухнет, да и черт с ним,
а вот только культуру жалко. Нас, литераторов, без духовной связи, без культурной пищи жизнь не имеет смысла. Мы с кабардинским народом братья, не только в трудные военные времена, но и в мирное время. Я прекрасно помню, когда в моем родном селе Члов, когда выступал Заур Магомедович Налоев, как стоя слушали и аплодировали ему весь зал. И после выступления люди, как братские, обнимали его. Это был для них родной человек, это был настоящий брат. Тогда он являлся руководителем республиканского общественного движения Адыга-Хасе, был профессором Абхазского государственного университета, заслуженным деятелем культуры Республики Абхазия и был награжден орденом Леона. И мы, молодые литераторы, гордились, смотря на Баграта Шинкуба и Заура Налоева. Наверное, не только мы, да и весь Кавказ гордился ими. Тогда в российских толстых, очень уважаемых журналах писали, что советский, российский, кабардинский прозаик, народный писатель Кабардино-Балкарской республики Заур Налоев выпустил блестящую книгу новелл в Нальчике «Одинокий журавль». Через месяц уже вся Россия говорила об этом. Это блестящий успех для всей кабардинской литературы, да и для всего Кавказа. И как не вспомнить слова ученого Ильина: «Все гениальное, национальное». Наши видные писатели еще в 1972 году весь номер литературно-художественного и общественно-политического журнала «Алашара» посвятили кабардинским писателям и поэтам, и литературным критикам. Абхазские читатели с большим удовольствием читали на родном языке таких знаменитых кабардинских писателей, как Патра, Шоченцух, Хажар, Чужохва, Кишоков, Тхагазит, Шамхва, Чунцух, Чашт. Их на абхазский язык блестяще перевели Баграт Шинкуба, Владимир Анкваб, Иван Тарба, Константин Ломия, Таиф Аджиба, Платон Бебия, Георгий Губля, Борис Гургуля, Сарен Таркил, Виталий Амаршан. После прочтения таких стихов ты не задумаешься над словами Анны Ахматовой. Всего прочнее на земле печаль и долговечнее царственное слово. Мы хотим наладить связи с журналом «Литературная Кабардино-Балкария» и в будущем думаем посвятить весь один номер журнала «Алашара» кабардинским писателям и поэтам. Это наша мечта. После завершения круглого стола Зарину Канукову принял ректор АГУ Алико Гварамия. Ректор Абхазского госуниверситета говорил о научных, образовательных связях адыгов и абхазов, о необходимости проведения второго адыго-абхазского молодежного форума. Так Алико Гварамия пообещал и дальше помогать в деле укрепления связей Абхазии с адыгским миром. Возвращаясь к конференции, можно говорить о выработке целого спектра направлений взаимодействия между нашими народами в области литературы и культуры. Таким был вкратце первый день форума.